Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойер Пирзода. Сегодня под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. 28 марта под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. Вначале был заслушан отчет министра экономического развития и торговли Ниматулло Хикматулло Зода о современной подготовке отрасли экономики и социальной сферы республики к бесперебойной и эффективной деятельности в осенне-зимний период 2019-2020 годы. Было подчеркнуто, что целью разработки проекта постановления правительства Республики Таджикистан является определение поручений и мер, связанных с вопросами по подготовке отрасли экономики и социальной сферы республики к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. Для координации работ в этом направлении будет создан республиканский штаб. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, для проведения на должном организационном уровне осенне-зимнего периода поручил с сегодняшнего дня заняться серьезной подготовкой и принять практические меры с целью осуществления положений проекта. Затем были заслушаны отчеты министра финансов Республики Файзиддина Кахорзода о проекте закона Республики Таджикистан о внесении дополнений в закон Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год. И о проекте закона Республики Таджикистан о внесении дополнений в закон Республики Таджикистан об иных обязательных платежах в бюджет. Министра энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода о проекте закона Республики Таджикистан о питьевом водоснабжении и водоотведении. Министр здравоохранения и социальной защиты населения Насима Олимзода о проекте закона Республики Таджикистан об обеспечении населения обогащенными пищевыми продуктами и министра промышленности и новых технологий Зарубеддина Файзулозода о программе развития легкой промышленности в Республике Таджикистан на период до 2020 года. На заседании также были обсуждены проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях и проект закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о проверках деятельности хозяйствующих субъектов. Обсужденные проекты законов и заключения правительства Республики Таджикистан о представлении заключения в правительство Республики Таджикистан к проекту закона Республики Таджикистан о пастбищах направлены на рассмотрение Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. В конце заседания правительства Республики Таджикистан председатель правительства страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные поручения ответственным лицам по своевременному выполнению поставленных на заседание задач и проведению на высоком организационном уровне зимней кампании, достаточной заготовки горюче-смазочных материалов и продовольствия, расширению полевых работ, готовности объектов социально-экономических сфер к зимним холодам, продолжению созидательных мер во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Сегодня трудно представить жизнь без электроэнергии. Без нее невозможно осуществить многие технологические процессы. Электричество упрощает нам жизнь и делает ее ярче. Но мало кто задумывается о том, с каким трудом достается электроэнергия. Электричество вырабатывается в основном на гидроэлектростанциях Таджикистана, которые вырабатывают экологически чистую энергию. Кроме того, чтобы электроэнергия пришла в каждый дом, необходимо строить, обновлять и модернизировать новые и действующие гидроэлектростанции, сооружать линии электропередачи, подстанции и другую инфраструктуру. А для этого требуется немало усилий, особенно в горных условиях, а также огромные капиталовложения, привлечение внешних инвестиций и поставка новейшего оборудования мировых производителей. За последние 10 лет производственная мощность энергетической системы страны увеличилась в объеме 1520 мегаватт. Были сданы в эксплуатацию более чем 1300 километров высоковольтных линий электропередачи. В целом, принимаемые меры позволяют Таджикистану укрепить энергетическую независимость и в целом совершенствовать энергетическую систему страны. Но сколько бы энергии не вырабатывалось, ее необходимо экономить и рационально использовать. К другим темам. В Душанбе открылась международная универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан-2019. Весна». Подобные мероприятия способствуют расширению сотрудничества и налаживанию деловых контактов отечественных компаний с компаниями других государств.
Международная универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан-2019. Весна» открылась в Душанбе. Мероприятие организовано Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан при поддержке правительства Республики Таджикистан в государственном комплексе Кохи-Борбат. Выставочная площадь составляет 600 квадратных метров. На данном мероприятии приняли участие представители более 100 компаний из Российской Федерации, Республики Узбекистан, Кореи, Исламского государства Афганистан, Турецкой Республики, Республики Беларусь и Республики Таджикистан. В павильонах выставки-ярмарки представлены такие сферы, как строительство, пищевая и легкая промышленность, сельское хозяйство, туризм, ремесленничество, энергетика, фармацевтика и другие. Основной целью проведения выставки-ярмарки является развитие торгово-экономических связей с зарубежными партнерами, привлечение зарубежных инвестиций для развития экономики страны, а также презентация отечественной продукции и товаров. Международная универсальная выставка-ярмарка «Таджикистан-2019. Весна» продлится до 31 марта. Данная выставка-ярмарка проводится прежде всего для поддержки отечественных предпринимателей с целью выхода на внешний рынок, демонстрации производимых экспортоориентированных товаров, а также для содействия сближению экономик, укреплению торговых и инвестиционных связей, создания условий для запуска новых проектов. Зумрат Файзиева, Рано Азизи, телевидение Таджикистан. 14 человек погибли в результате обрушения на шахте по добыче оловянной руды на востоке Демократической Республики Конго. Около 500 человек были эвакуированы из-за пожара в одной из самых дорогих гостиниц Сингапура – Гранд Хаят. Раненых и пострадавших нет. Один человек погиб, еще 3 пострадали в результате стрельбы в американском городе Сиэтл. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. В Токио сгорел ресторан на воде. Очевидцы говорят, что услышали взрыв, после чего палубу охватил огонь. Дым над рекой Аракава поднимался до позднего вечера. Полиция сообщает, что экипаж судна и сотрудники ресторана сбежали. 1 человек доставлен в больницу. 14 человек погибли в результате обрушения на шахте по добыче оловянной руды на востоке Демократической Республики Конго. 10 рудокопов получили тяжелые травмы. Всего в момент обрушения в карьере находилось около 40 человек. Местные власти не исключают, что число погибших и пострадавших может значительно вырасти. Около 500 человек были эвакуированы из-за пожара в одной из самых дорогих гостиниц Сингапура – Гранд Хаят Хотель. Как сообщается, раненых и пострадавших нет. К месту событий прибыл несколько пожарных расчетов и медицинских бригад. Причина возгорания пока не установлена. Через 2 часа после пожара постояльцы отеля уже вернулись в свои номера. Однако, по словам очевидцев, на нижних этажах гостиницы чувствуется запах сгоревшего пластика. Кроме того, в гостинице имеются проблемы с электроснабжением. 1 человек погиб, еще 3 пострадали в результате стрельбы в американском городе Сиэтл. В результате стрельбы ранения получили 4 человека, 1 из которых погиб. Как сообщается, 2 раненых госпитализировали. Отмечается, что в числе пострадавших водитель автобуса. Полиция Сиэтла также сообщила о задержании 1 человека. Курение опасно из-за повышения уровня холестерина в крови, что приводит к риску образования тромбов, инфаркта и инсульта. Наиболее негативными последствиями пристрастия к сигаретам являются онкологические заболевания бронхов, легких, трахеи, пищевода и поджелудочной железы. Кроме того, страдают почки и другие органы кровеносной системы. О вреде курения расскажут наши коллеги. Ученые разных стран находят все больше фактов отрицательного воздействия сигаретного дыма на человеческий организм. Активная борьба с курением развернута во всем мире. С этой целью во всех развитых странах вводятся государственные программы по борьбе с этой вредной привычкой. Привет, я Мартин. Я ваш консультант, пока вас лечат от рака легких. Привет, я Марк. Я буду вашим хирургом. Я доктор Джонс. Вы пройдете у меня курс радиотерапии. Привет, я Кристи. Я ваш химиотерапевт. Привет, я Сью. Я сделаю вам парик, когда у вас выпадут волосы. Хорошие люди, но вы ведь не хотите с ними встречаться. Продолжайте курить, и вполне возможно, что встретитесь. Продолжительность жизни курильщика на 15 лет меньше, чем некурящего человека.
Табачный дым является основной причиной развития рака легких, хронического бронхита и коронарной болезни. Курящие люди в 15 раз чаще страдают от стенокардии, в 10 раз от язвы желудка, в 12 чаще получают инфаркт миокарда. Курение отрицательно сказывается на работе всех органов, поражаются не только легкие и сердце, но и почки, печень, мочевой пузырь, головной мозг. 1/3 токсических веществ в табачном дыме составляет никотин. Он великолепно всасывается в кровь со слизистых оболочек и кожных покровов. Когда человек выкуривает всего 1 сигарету, концентрация никотина в артериальной крови составляет порядка 80 нанограмм на миллилитр, в венозной примерно 20 нанограмм на миллилитр. Табачный дым в 10 тысяч раз вреднее воздуха, который вдыхает некурящий человек. Специалисты доказали, что курить просто глупо. В чем заключается глупость курения? Когда человек покупает табак, он платит деньги за собственное оболванивание. Человек, покупая пачку сигарет, платит за следующую пачку, которую выпустят для его детей. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!